Всем привітання, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё, студыі Павел Свердлоў і незалежны аналітык Сергей Чалы. Прывітанне, Сергей. Пра што мы гаворым? Пра тое... Так, стоп, што здарылася? Мы гаворым пра тое, як улады тапорна, але сістэмна зводзіць на нішто ўсе ініцыятывы грамадзян Беларусі, звязаныя з выбарамі. Вішанка на торце — гэта абмежаванне па назіральніках, па колькасці назіральнікаў на выбарчых участках. Як мне здаецца, назіральнікі — гэта быў апошні шанец грамадства кантраляваць хаця б як-небудзь выбарчы працэс. І вось цяпер ёсць нагода для песімістычных заяваў накшталт «Всё, капец, рыхтуйцеся да эміграцыі ці яшчэ 5 гадоў жыць пры Александры Лукашэнку». Але не толькі песімісты ходзяць па беларускай зямлі, і сярод аптымістаў, сярод тых, хто кажа, што ўсё ідзе па плане, як спадарня Марыя Калеснікава, мне здаецца, учора заявіла, якая ёсць на майцы ў Сергея Чалава. Ёсць і такія людзі. Сергей, ты належыш да аптымістаў? Да, конечно. Ну, я не ведаю, чему? По очень многим причинам, на самом деле. Потому что, то есть, во-первых, нужно четко понимать, на что ты рассчитываешь, да, чтобы не сильно разочароваться, значит, да, то есть, надо быть точным в своих желаниях. Совершенно очевидно, что там шанс на то, что такого рода авторитарные режимы, да, значит, там, как я уже шутил, да, что у нас сейчас сезон недержания синих пальцев, да, то есть он же постоянно рассказывает, что я синими пальцами не держусь за стул, да, что они просто так не уходят. Сезон пресыщения. Для него понятно, что это экзистенциальная угроза, поэтому сейчас все по боку, да, и основная задача хоть как-то сохраниться, да, то есть понятно, что надежда на то, что выборами этот вопрос закроется, она, в общем, и с самого начала была не самой главной. Да? То есть важно здесь другое. Важно то, что есть масса литературы на тему того, как заканчивают вот такие персоналистские режимы. Да? То есть никакого транзита власти не будет, ребята, это все чушь. Я, если, кстати, будет время, я расскажу на эту тему анекдот. Ну, точнее, историю реальную, просто она реально анекдотичная. Вот. Но есть совершенно четкие маячки такие, да, признаки, по которым становится понятно, что уже не Акме даже, и не закат, а просто, что называется, последние дни. Вот у меня даже такой материал был, да, там, правительство последних дней военной диктатуры. Этих маячков сейчас развешано столько, да, то есть они появляются каждый день. Ну, например. Да, господи, опять, прорекламирую. Буквально сейчас должен появиться на Тутбае новый мой материал, который будет про экономику. То есть ребята просто совершают сейчас экономическое самоубийство. Ради того, чтобы наговорить там и популистической фигни, да, и так далее, то есть конкретно прямо сейчас делаются шаги, которые неизбежно приведут к очень серьезному кризису. Ну, до речі, якраз раніцай 23 ліпеня Александр Лукашенко заявіў, што выкананае абяцанне па сярэднім заробку. Которое? 10-летней давности? Ну, 1000 рублёў. Калі мы 1000 рублёў пачалі абяцаць? Не 10. 10 гадоў таму мы абяцалі 500 долларов. А 1000 рублей да? 1000 рублёў мы пачалі абяцаць недзе ў 2017, мне здаецца. В 15-м. В 15-м, магчыма, да? Вось дэдаларызацыя адбылася такая. Вось. І вось 1000 рублёў сярэдняя заробку амаль ва ўсіх, мне здаецца, 7 рублёў не дацягнула там Магілёўская вобласць, нешта такое, да? Вось ён заявіў. А я памятаю, што калі мы дасягнулі 500 долларов апошні раз? У 2014. Ну, ладно. 14 год. Перед выборами 2010 года была заява про то, что мы выконали обещание и досягнули 500 долларов. Да, это в 2011 был связан с этим экономичный коллапс и трехразовая девальвация. Да. То бок... Что? История повторяется с периодом 10 годов в Беларуси? Так, слушай, а что они еще умеют? Ну, реально, Есть только те трюки, которые есть в репертуаре, понимаешь?
Цікавая твоя думка, что выборами ничего не скончается. Я не сказал, что ничего. То есть шанс на это тоже есть. Ага. И мы про это многократно говорили. И про опрокидывающий выбор. И больше того, все эти шаги, которые ты упомянул как факторы, которые должны были бы вызвать у нас пессимизм, разочарование, там все пропало, гипс конечно, снимают, я клиент могу уезжает. просто перелечить по черзе. Разумеется. Да, як... Не пустили в комиссии. Да. Бартанули с обскардживанием, Да, не зарегистрировали Бабарыку и Цыпкалу. Внезапно выяснилось, что Центризбирком таки у нас считать не умеет, потому что бесчетное количество жалоб, да, было подано там и так далее. И со скаргами. Да, совершенно верно. Усе гэтыя высілкі грамадства, тое, вакол чаго людзі кансалідаваліся, і што яны с задовольнением рабили, тыя... Не, так вот я еще раз говорю, и это на самом деле нужно правильно интерпретировать. Как это? Я уже настолько стар, что могу себя цитировать. Да? То есть мы не недооценили силу власти, мы не недооценили слабость власти. Те шаги, которые они делают, это шаги, которые делаются в состоянии страха. Вспомни мотивацию, которой Ермошина прокомментировала это решение по ограничению количества наблюдателей на участках. Я не отчуваю не только про эпидемиологическую обстановку, хотя мы победили же уже кризис, только мы его не победили в тех вопросах, где внезапно нужны наши права, да, допуск адвокатов, где нам выгодно его не конечно, победить. тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Все нормально. А то, что они чувствуют себя неловко, понимаешь, как-то что-то, как-то некое давление общественности наблюдается. И морально. Морально. Так да. Мы ровно этого и добивались. Я, до речі, не пам'ятаю випадків фізичного тиску з боку назиральників на ты же вспомни, что она же еще, помимо всего прочего, потерпевшая по делу Тихановского. Да? Там тоже про интерпретацию слов «прихлопни». Да. Ну, как бы. Так вот, это же все в глазах наблюдателя, как красота, да? То есть тут то же самое. Так вот, мы же ровно этого и добивались. Напомнить этим людям, что вы на минуточку, да, занимаетесь небезобидным делом. Угу. Да, это же не только вопрос вашей совести. Это тяжелое уголовное преступление, ребятки, на минутку. Конечно, вы должны чувствовать себя неловко. Да, это логично. ровно то, чего мы и добивались. И она это признает. Але яна усімі сродкамі працягвае абараняць і аграджаць. Так, а что остается? Она один из двух людей, которые публично заявили, что я с Александром Григорьевичем до конца. Ну, то есть... Две жанчыны Александр Григорьевич. Да? Другая — это Наталья Ивановна Абсолютно Качанова, точно, да. Я с ним до конца. Дальше у меня... У обоих, кстати, одинаковые анамнезе, несчастливые браки и так далее. То есть это какой-то определенный типаж, похоже. То бок ты лічыш, что план працуе? Работает все абсолютно. Больше того, да, я пару слов скажу, да, значит, когда-то на заре этой избирательной кампании, когда только появился этот мем про 3%, да, ну мы же помним, откуда он появился, он же не с пустого взялся, да, это же были цифры 3-6, ну, взяли 3, потому что так веселее. Когда, господи, кто же из пропагандистов БТшных написал у себя в Твиттере, что да ладно, что вы говорите? Александр Григорьевич же, если он будет лежать на диване и молчать, да, ничего не говорить, то он с легкостью победит. Первый же коммент. Да, но он же не молчит. Он все делает сам, понимаешь? То бок ему варта было полежать и помолчать? Конечно. Але ён просто своими заявами... Нет, я уверен, что ему настоящий, а не вот этот секретный рейтинг по грифам «секретно», который он секретно получен, секретно был показан там секретному журналисту и так далее, да, то есть явно, что это чушь. Но, конечно, он знает все абсолютно. Конечно. Я думаю, что с момента 3 встреч с Шейманом за 1 неделю, да, то есть тот ему все нормально объяснил, что, Александр Григорьевич, да, то есть вашей Наташей, да, вам как бы, ну, то есть делают вам красиво и уютно, но это не имеет никакого отношения к реальности. И было видно, как он реально, ну, вспомни, там же была после этого целая неделя, когда он там в панике рассказывал там про андижан, про отстреливаться, там про кровь, там про... При том, что он единственный, кто говорил про это.
Ён, дарэчы, пэўны закладнік сітуацыі. Напрыклад, ізноў жа сёння з чыноўнікамі ён што сказаў? Чаму вы чакаеце? Я этого, кстати, не слышал. Ён сказаў, чаму вы чакаеце, пакуль вам нешта Александр Лукашенко загадае? Вось, ну, это была реплика там до Министерства замежных справ, до пресс-службы, до администрации президента. Выгнать ваши эти все замежные СМИ. Наши замежные СМИ. Я понял. Може, апошні наш з тобой, до речі, Сергей, живий ефір, я навіть не ведаю, що далі буде. Запомните этот твит. Да, вось. Але чаму вы чакаеце? Чаму вы не дзейнічаеце? Што вам трэба мой загад, а ім сапраўды трэба... Не, погоди, а какой именно про какой именно приказ он? Про позбавление аккредитации. Нет, так понимаешь, тут же как раз самая большая проблема. Вот, кстати, тут вопрос не в том, что он там заложник чего-то, да, проблема в том, что он пытается одной попой сидеть на двух стульях одновременно. А именно, он же, понимаешь, то есть, смотри, я, наверное, единственный человек, который может более-менее комментировать его как бы образ мыслей там, и так далее. У меня увогуле есть сомневы, что увогуле нехта может. Не-не-не, я очень хорошо представляю как бы, его психотипы и все остальное, да, то есть, смотри. Это человек, который очень-очень зависим от, пускай даже иллюзорной, но вот народной любви. Он не может себе представить, что на самом деле его разлюбили. И поэтому, когда ему показывают, Александр Ильич, у вас такой рейтинг, у него начинается защитная реакция. Да не может быть такого. Это все технологии, это все кукловоды, это все, черт возьми, что, да? Настоящий-то народ глубинный, я пользуюсь Сурковским, да, определением. Я не знаю, где там копать нужно, чтобы его найти, но предположительно он есть. И он считает, что его много. А это все какие-то там, значит, карусели и все остальное. Он же не может поверить, что люди в очередь выстраиваются. Что люди щиро его не любят. Да. Щиро, абы кто угодно, абы не... Да, и на самом деле, как бы мы же видим, что... не имея никого в виду, условно, Наташи, да, они работают на то, чтобы у него поддерживать эту иллюзию. Ты же видел эти автобусы с фейковыми врачами в Гомеле, да? Которые рядами потом пошли после его выступления. Докторы, может, и не фейковые, может, и сапраўдные. Я думаю, переодели просто, господи. Але что их звезли туды адмыслова для массовки. Это с одной стороны. То есть он хочет выглядеть по-прежнему и думает, что он по-прежнему любим. Секси. Но при этом инструменты, которые необходимы для того, чтобы не допустить негативного сценария, они насильственные. Они конкретно просто беззастенчиво... То есть все. Знаешь, как да, мы офигели, и что? И что вы нам сделаете? Да? То есть вот что они сейчас делают. И это несовместимый месседж, понимаешь? И когда ты находишься исполнителем в этой ситуации, то, а что мне делать? З одного боку есть мэта, каб любили, з іншого боку есть мэта... Либо работать, чтобы боялись. Тушить гэты пожар. Да. И поэтому, когда он говорит, а что вы сидите? А потому и сидят. Потому что это в НЛП называется double bind. Двойное послание, которое ты не можешь одновременно выполнить. Ну да, калі шчыра не думаў, што я калі-небудзь гэта скажу, але ў гэтай сітуацыі мне крыху шкада Макея, які быццам бы выбудоўваў нейкую такую толерантную знешнюю палітыку, умоўно кажучы, некага спрабаваў упэўніць. Слушай, сейчас будет любимая моя рубрика «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Я осенью прошлого года сказал, Маккей переметнется в нужный момент на сторону силовиков и скажет, да, готовятся провокации, ужас там и все остальное. Это человек, который уже делал это в 2010 году. Он уже торговал своей репутацией. Ну, але мог не прыйсці гэты патрэбны момент. Але нет, здаецца, што... Нет, так не бывает. Вот в этой ситуации так не бывает. Понимаешь, здесь ситуация такая, что, опять же, буду себя цитировать, что сейчас, малейшее колебание воспринимается как здрада. Понимаешь? То есть ты должен быть готов на любое предательство, на любую там в унитаз спустить свою репутацию, да? Потому что так нужно вождю. Иначе у него будет сомнение в том, что ты с ним до конца. А он же до конца. У него же сейчас банкер-менталити. Это же апрель 45-го года. Понимаешь? Где мои вундерваффе? Ну и вот тот самый ролик, пускай Пригерман напишет еще одну статью о необходимости национального примирения. Этого самого фильма «Мемасик». Да, совершенно верно. Ну, я шмат у чым з тобой згодны, але мне здаецца, што... Я сейчас как Конопатская. Ну, у тебе только одна шклянка с водой. Давай, не будем перебольшивать твои махчимости. Да ладно.
Мне здаецца, што ўсё ж таки частка людзей, вялікая і пераважная частка людзей спадзявалася і гатовая толькі на тыя дзеянні, якія, ну, на якія іх ужо зараз змаглі зрушыць спачатку там асобна штабы Бабарыкі, Цапкала і Ціханаўскай, цяпер гэты аб'яднаны штаб, да? Окей, яны былі гатовыя ўвайсці ў камісіі, да? Іх бартанулі. Окей, яны былі гатовыя стаць назіральнікамі, да? Іх бартанулі. Окей, айцішнікі распрацоўваюць нейкія рашэнні, ну, я не ведаю, што з гэта атрымаецца, калі шчыра, да? Спадзяюся, што што-небудзь, да? Из этого получится некий аналог экзит-пула, только не экзит-пул, легально. Да рэчы, экзит-полу, мне здаецца, это навіну все прапусцілі, але экзит-полу не будзе. Нават про дзяржаўных экзит-полу на гэтых выборах не будзе. Слушай, мы же уже знаем, какие цифры нарисуют. Ну, якраз таки ў лічбе, мне здаецца, ёсць яшчэ пытанне. У меня ни малейших сомнений нет. У нас есть один такой социолог, ну, надо в кавычки брать эту ситуацию, Мусиенко, эконом, который всегда попадает с точностью до. Так потому что он знает заранее. Нават яны не будуць праводзіць экзит-полы, сёлета будуць праводзіць тэлефоннае пытанне. Что такое тэлефонное пытанне замест экзит-пола, я не могу зразумець. Потому что они же внезапно могут получить результат, понимаешь? Добра, але я да чаго? Што гэтыя людзі ўсё ж таки чакалі, што менавіта гэтыя іх дзеянні прывядуць да нейкага поспеху. Іх дзеянні да поспеху не прыводзяць, наадварот, все ламаецца. І мне здаецца, што это працуе як вельмі круты дэматыватар. І гэтыя людзі, яны апускаюць рукі. І грамадства вяртаецца ў такі пасіўна сумны стан. Так, значит, ты на кого сейчас работаешь? Да я на пессимистов. Вот, а зачем? Ну, потому что мы тут заявляли спречку оптимистов и пессимистов. Понимаю. Ну, просто я такой незаконный прием использовал. Слушай, вот. Я к тому, что, смотри, на самом-то деле именно этого власти добивается. Добиться разочарования. Да, конечно. Чтобы крылья опустились. Ну, вось. А, ребята, я же еще раз говорю, а что поменялось? А что поменялось? Что, у него рейтинг за это время выжился? Что, как бы, меньше стало количество протестного электората? Нет. Мы точно знаем, что его, наконец, меньшинство за все предыдущие разы. Не только в Минске, где он никогда его не выигрывал, а вообще по всей стране. Больше того, я даже думаю, что... Ну, это мое такое educated guess. Предположение, что в регионах даже еще хуже. Ну, после кризиса 16 года, 15-16 года. Конечно. И злее, я думаю. Вот. Але яны ж і цішэй, на жаль. Ну, как, хотя, в принципе, тебе сказать? По гэтых вулічных протестах, да, нет. Есть отдельные факты, которые говорят, что там все сухой порох, этих вар'яцких затрыманняў, мостах, у Ганцевичах. Так вот, еще раз говорю, что ситуация какая? Значит, ничего никуда не делось. Да? То есть, больше того, давай гипотетическую там... Предположим, там, представим себе ситуацию, да, то есть как бы Лукашенко выполнит свою программу, то, что он нам обещает, да, что там, типа, я буду отстреливаться, там, да, там, андижан, там, все дела, ну, то есть то, что он, в принципе, я в этом плане ему верю. Я даже думаю, что, ему даже специально это сделают. Ну, то есть... Как было супраць кого конечно. Отстреливаться, да? Потому что, ну как, его... Нет, так подожди, это в интересах силовиков. Прикладно, як у 2010 году нехто пошел лупить двери они его Дома сначала Урады, напугают, а потом они же его от этого угрозы и спасут. Ну, в принципе, мне здаецца, что так робят все силовики по всем свете. А потом я приходишь к не нему и говоришь: Александр Григорьевич, мы же вас спасли. Да, глядите. От вот там революции, да, и всего остального. То есть, несомненно, так будет. Давай представим себе, что вот он как бы таким образом остается, да, на троне. А дальше-то что? Ну, что ты будешь делать вот с людьми, которые уже не твои, понимаешь? Чем ты управлять будешь? Бок люди раз'ятраныя. Яны разумеюць, што іх, ну, подманули, у принципе, да? Больше да? за то... Нет, не так. Некая кровь пролилась на их Давай учей. говорить открытым текстом. Украли победу. Вот о чем будет речь. Давай это не фальсификации. Плюс-минус. Это конкретно вопрос украденной будет победы. Понимаешь? Это будет впервые такое ощущение. Вспомни Миленкевича в 2006-м. Как он потом в интервью говорил о том, что почему они... Он сказал, давайте разойдемся. Потому что не было ощущения, что выиграли. И ни у кого не было. А сейчас у меня нет ощущения, что мы проиграем. Понимаешь? Все. Это совершенно другая ситуация. Мне здаецца, что борьба за Ты смотрел фильм «Митрополит» такой, где играет Мамонов?
Он играет Ивана Грозного, но там митрополит Филипп, ну, Янковский его играет. Там есть очень красивый последний эпизод, когда он, наконец, насилием остается на троне. Вот она коронация, как бы, да, он выходит на улицы города, а никого нет. Мне здаецца, что ты кажешь про фильм «Царь». Виноват, это фильм «Царь». Хотя, на самом деле, там да. про... Ну, да, виноват, ну, конечно. про той конфликт. Да-да-да, именно так. И, простите, я просто, у меня в голове отложился, потому что главным героем все-таки там был митрополит. Вот. И он выходит на улицы, да, и там... И фильм заканчивается великолепной фразой. Он смотрит на пустые улицы и говорит, где мой народ? Да. Где мой народ? Ну, это, конечно, это не забудешься. Пушкина «Народ безмолвства», да, а тут где мой народ. Мне здаецца, што зараз ідзе гонка такая за вось гэтую грамадскую думку, за гэтых людзей, якія безумоўна думаюць пра будучыню, якія вагаюцца. Да. З аднаго боку улады іх хочуць дэматываваць, з іншага боку іх злуюць. Гэтыя дзеянні ўладаў па дэматывацыі яны еще злуюць. Конечно, да? конечно. Гэтыя дзеянні ўладаў выклікаюць адначасова дзве супрацьлеглыя эмоцыі. Да. Тая, якая ўладам патрэбная, демотивация, да? Ну, опускайте кстати, руки, ребята. Кстати, вас ничего не я думаю, что второй фактор перевешивает. Вот гэта пытанне. І мне здаецца, што ад гэтага шмат у чым залежыць развіццё падзеяў. Несомненно. Я докажу свою точку зрения очень просто. Потому что ведь как бы вот эта злость и обида, да, значит, она ведь, она же не сейчас родилась. То есть, опять же, давай проведем мысленный эксперимент. Какая была ключевая ошибка Лукашенко? Я рассчитывал, что он переставит выборы парламентские и президентские, и президентские провел бы в прошлом логично. году. Они бы прошли так, как все и ожидали. Так, как прошли парламентские выборы. Да. В принципе, они прошли. И все. И начался, значит, незаконченная нефтяная борьба с, значит, Россией, падение ВВП, благосостояние. Тут тебе коронавирус, который он невероятно плохо прошел. То есть степень ярости, которую он вызвал, там, например, среди родителей, когда он сказал, я запрещаю ученикам приходить и пользоваться... Что это? Ладно мы. Погоди, ладно мы. Угу. Но это же дети. Да? То есть, достаточно было посидеть в родительских чатах этих в Вайбере, понять, насколько... И 80% не пришло, реально. Ну, до речі, окрема того... Подожди, а это что, не голосование? Есть смерти наставников. Естественно. У гимназиев, выкладчиков так вот, и так далее. Да, и когда он начал обвинять там в смертях, как реально как в мертвых душах, что у тебя людишки мрут, да? Угу. То есть вот оттуда эта ярость появилась, понимаешь? И она поддерживается вот этими действиями. Это тот самый огонь, который нужно, казалось бы, раздувать, а он сам его великолепно раздувает. Трэба было б раздзімаць, калі б ён яго не раздзімаў сам. Да? Гэта цікавая думка, але ўсё ж таки паралельна ідзе дэматывацыя. Штрафы. Дарэчы, вельмі цікавая штука. Улады выйшлі не толькі ў Тэлеграм апошнім часам, але і ў TikTok. Ой, они так это все топорно делают. TikTok апошнім часам трапляюцца ролики, накіраваныя менавіта на моладзь. Выборы, типа такого знаменитого. Калі вы бачыце заклікі выйсці на несанкцыянаванае мерапрыемства, падумайце, хто гэта вас заклікае і ці ў Беларусі ён знаходзіцца. А калі не, то кто за вас будет платить штраф 50 базовых? Во-первых, начнем с того, что ребята немножко опоздали, да? То есть сейчас есть абсолютно легальная возможность пользоваться... доверенное лицо по заявке получает право на встречу с избирателями. Але у пэўным месцы, якіх, як мы ведаем. Слушай, где угодно. Вот если я в 15 году был доверенным лицом, да, я мог прийти и сказать, я хочу там в школе, в актовом зале там встретиться с избирателями района. Да, можно. Все, пожалуйста. В чем проблема? То есть сейчас не нужно никаких несанкционированных мероприятий. Достаточно вполне легальных возможностей. Но это все равно, такая закрытая простора. Мы все ж таки кажем про некий протест. Да погоди, какой протест? Мы говорим совсем о другом. Главное, что сейчас нужно, я не зря напомнил 2006 год, чтобы мы поняли, что нас много. Потому что, опять, просто, извини, но снова буду себя... Все правильно, але по актовым зале школы
ты не зразумееш колькі нас. Ну, слушай, ну когда Светлана Тихановская, да, выходит на помост, ну, да, в принципе, и да. видит перед собой 10 тысяч человек. Нават на ўскрайку Мінска, нават на ўскрайку Барысава, там некалькі дзе это было у Дзяржынску Дзяржынск, да, сначала. это сёння Барысаў, Да, дарэчы, да, не ведаю, што будзе. Это первый был пикет. Да, вельмі цікава. Барысаў такі у Дзяржынску 25 тысяч чалавек, у Барысаве 100. Зараз вельмі цікава, што будзе ў Барысаве на пікеце сёння ўвечары. Мне на самом деле больше интересно, что будет в восточных областных. То есть вот Витебск, Гомель, вот такие вот. Не, ну, конечно. Ты маешь на увазе там, где традиционный считается, что... пророссийский, пролукашенковский электорат. Считается, что так, да. Вельмі цікавая твоя думка, мне здалася про то, что калі б Александр Лукашенко провёл выборы летась, ён бы их без праблем выйграў, але глядзі, зараз ты кажаш, что ну найхутчэй барацьба нейкая працягнецца ў паслявыбарны час. І вось гэты час крызісны, ён бы такім чынам быў паслявыбарным адносна выбараў 19-го года. І гэты час прыпаў бы на парламенцкую кампанію, што таксама дало б у прынцыпе магчымасць, ну там я не ведаю, сустракацца з выбаршчыкамі, агітаваць на вуліцах. Ну да, пожалуйста. Мне здаецца, што пасля сёлетніх выбараў будзе больш-менш беспраблемны час. Ну, прынамсі, некалькі месяцаў. Коронавирус скончится, экономика запрацуе. Нет, все, вот все не так, вот все наоборот. Во-первых, никуда коронавирус не делся. Если вы думаете, что вы будете публиковать цифры о том, что он заканчивается, он от этого у вас пропадет, нет. Мне здаецца, мы по инерции не публикуем этой лишь. Да нет, эти цифры не имеют никакого отношения к реальности. Это, ну, ребята, посмотрите на Америку, где вроде бы благодаря каким-то мерам, значит, там число новых случаев пошло вниз, а сейчас у них число новых случаев превышает предыдущий пик. Потому что Трамп заявил, что мы победили. То же самое у нас. Я абсолютно уверен, что у нас должна быть точно такая же кривая. Все это фигня. Я вот был на рыбалке в Брославских озерах. У них там вспышка. Они там все в этих масках, перчатках и так далее. Мы не будем обслуживать, если вы в масках. Не в маске. Да. Цікава. Ну, то есть... Я так думаю, что Браслава это туристычны центр. Гэтым тлумачыцца найперш, ну, менавіта там. Ну, я думаю, что люди едут из усіх регионов. В этом дело. Я к тому, что все. Вирус популяции. Да? Это не отдельные очаги, понимаешь? Он, ну... Ну, але медыйнае прадстаўленне гэтага віруса ўсё ж такі... Слушай, ну смертей от этого же меньше не станет. Так, заболевших. Вельмі цікавая ситуация. Здаецца, вирус мы перамаглі, а смерти у нас, як было, 4 працяжник 7. Короче, раз. Да? То есть, значит, во-первых, не победили вирус. Потому что он не может... Ну, то есть, он, понимаешь, для того, чтобы его победить, нужно было как минимум признать свои ошибки с... водкой, баней, гармонию, лососем, там, что там еще. Медом, да, вот. И как минимум проявить эмпатию, заботу о людях. А он, к сожалению, уже хронически этого не может делать. Второе. Про экономику. Вот еще раз говорю, ровно сейчас они совершают вещи, которые просто самоубийственны. Вот если бы ничего не трогали руками, да, то в этом году мы получили бы там условно спад там -2, ну, к примеру. Значит, а в следующем году был бы рост просто потому, что низкая база. Слухай, до речі, не могу не запытаться у тебе наконт перастановок у Нацбанку. Я так разумею, что... Я думаю, что... Паула Калаура покинули на месцы, а амаль усіх, с кем он близко працаваў. А нет, слушай, его припасают на более тяжелый случай. У сэнсе? Его отставку ты маешь на увазі? Да, конечно. Калі нешта здарыцца, і он за гэта адкажа як бы свае пасады. Ну, как в 2011 году, когда Прокоповича сняли. Ну, добра, а гэтыя перастаноўкі, яны набліжаюць нас до того, что нешта здарыцца? Ці, в принципе, профессионализм... Нет, они не приближают. Они манифестация того, что безобразие уже происходит. Уже все идет. Ну, а навошта тады было меняць амаль усё кіраўніцтва Нацбанка? Ну, слушай, я не хочу как бы кухню рассказывать, но там, на самом деле, подросли в должностях кадры еще времен Надежды Андреевны. Это ее креатура. Я уверен, что на смену Калауру придет тоже ее креатура. Мы даже знаем примерно из какого банка.
Окей, ці можна, калі мы зараз все ж таки про эканоміку працягнем, ну ведаеш, назваць нейкія маркеры таго, што трэба насцярожыцца, я не ведаю, вывести рублёвы ўнёсак з банка валютны перавесці, калі гэта яшчэ будзе магчыма і так далей. Не, ну я не могу такие советы давать, чтобы не вызвать своими Панику, да, делами. Да? Мы же сами знаем, как это работает, механизм положительной обратной связи. Ладно. Вот. Я просто скажу, зачем следить. В начале следующего месяца, в 10-х числах, как раз, может быть, вблизи выборов, а скорее всего даже после, выйдет ежемесячное банковское обозрение. Смотрите за темпами прироста требований банковской системе к реальному сектору. Не к правительству, не к Нацбанку, не к Банковская населению. система до реального сектора. Да? Это протэрмінаваныя кредиты? Нет, это просто рост кредитования реальной экономики. То есть я думаю, что вы увидите там десятки процентов плюса за месяц. То бок сэнс у тым, што па гэтай статыстыцы можна ўбачыць, як прадпрыемствы беларускія не спраўляюцца. Нет, поэтому по этой статистике можно будет видеть, что грубо говоря, краник, все, открутили. Ну, як прадпрыемствы не спраўляюцца, в прынцыпе, самі, як іх банкам трэба крэдытаваць. Да? Ну, окей. Ладно, напрыклад, такая парада ад Сергея Чалага. Сергей, давай все ж таки, я як пессіміст, да, самы пессімістычны, на мой погляд, сцэнар гэта калі Светлану Ціхановскую зараз пад нейкай фармальнай нагодай, як тогда Дмитриев выиграет. Выйграе тактычна неяк. Нет, так же, как выиграет Тихановская, если ее оставят. То бок, калі... Еще раз говорю, победу можно украсть только. Но она уже все, она уже на руках. Вось, Ціхановскую, умоўна кажучы, не дапускаюць да выбараў. Ты мяркуеш, што ўсе гэтыя аб'яднаныя штабы аб'яднаюцца вакол іншых. Да при чем здесь штабы? Что, от штабов что-то зависит сейчас? Настрой людей, я думаю, настрой так. людей от штабов точно не зависит. Мы с тобой уже про настроение говорили. Да? То есть сейчас настрой очень простой. Да? То есть, как это? Где ваша программа? Программа простая. Победить дракона, все. Как бы... Як ты дыпламатычна пазбег слова, якое магло б быць трактаванае як пагроза. Ну, я же опытный оратор. И вот. Это мае сэнс. И все. И в данном случае все остальное, Тихановская, Бабарика, Цыпкало, Дмитриев, там, ну, может быть, за исключением Анны Конопатской. Водички. Слухай. Все остальные — это инструмент. Это просто инструмент. На них будет перенесено автоматически незадавальненне. Абсолютно. Умоўна кажучы, людям не так прынцыпова. Ну, Светлана Ціхановская сама собой апошнім часам пачала выклікаць вялікую эмпатыю. Так вот, ее феномен как раз... А Дмитриева пакуль што не. Ее феномен как раз. Это же, ну, когда-нибудь об этом книги будут, саги рассказывать, понимаешь? Как человек абсолютно, близко даже, не подозревавший, что он окажется в этой позиции, да? Значит, и она же, ну, честно так и говорит: ребята, да я как бы... Да мне капец как страшно было. Не, так я уже готова была... Ну, помнишь, у нее был период, когда она говорила, да что я памятаю, я выступ перший. Сворачиваю компанию, помнишь? Да. Она говорит, ну, потом-то я увидела вас, и теперь я, ну, как бы все, ребята. То есть это человек, оказавшийся на гребне. Что ее поддерживает? Вот это наше эмоциональное состояние огромного количества людей. Вот и все. Я памятаю яе першы выступ на фоне нейкай такой цыновкі, да, такі самаробны запіс, значыцца, пра тое, што адбываецца. Яна там казала, мне здаецца, магчыма, это якраз было ў ноч пасля затрымання Сергея Ціхановска, то бок у ноч з 29 на 30 траўня, да, і гэта настолькі вялікае пераўтварэнне чалавека у параўнанні з тым, што ёсць зараз, гэта фантастыка. І мне здаецца, што калі б... Кстати, на следующий день состоялось появление Вероники Цыпкало. Она же тогда выступила в поддержку, ну, как жена жене. Так. И вот, собственно, после этого... Ну, яна прыйшла, дарэчы, з Валером на першую прэс-канферэнцыю. Я памятаю, там у гатэлі Виктория Олимп, и все были приемно здзіўлены. Нет, я просто про то, что ее появление было тоже как... Ее ўваход у палітыку як самастойнага актара, як самастойнага спікера. Калі б я верыў у тое, што з Беларусю працуюць такія геніяльныя паліттэхнолагі, я б нават выказаў такое меркаванне, што гэта быў адзіны спосаб. Ведаеш, як ракета Носьбіт, да?
одна ступень отвалилась, другая ступень отвалилась, и летит только некая полезная нагрузка, маленькая, да. То бок выводзіць чалавека на фінішную прямую гэтых выбараў, ведаючы пра магчымасць затрыманняў, недопускаў і гэтак далей, трэба было менавіта так. За спин инших. А вот ровно про это я сейчас и говорю. То есть, когда ты задним числом можешь написать миф, как он войдет в учебники истории, это означает, что вот так история работает, вот так ты ее чувствуешь. Я сам это видел в 94 году, это незабываемое впечатление. Я снова впервые его чувствую сейчас, понимаешь? Вот так история работает. Ты потом будешь рассказывать вот так. Пускай это будет даже там, знаешь, ну, в деталях не точно, но так рождается сага. Спадзяюся, што гэта будзе сага з добрым канцом. Конечно, і сапраўды я змагу сваім дзецям, калі яны мяне запытаюцца: папа, што ты рабіў у 2020 годзе? Да, конечно. Я смагу ім распавесці, як все было, і нешта годнае. Конечно. Ну, что ж. А это, кстати, будет один из самых важных вопросов. Что ты в будущем, да? В 2020 году. 10 августа. В 10-м, у 6-м і гэтак далей. Да. Сергей, я думаю, што па тым пафасе, які пачаў гучаць з маіх вуснаў, ты здагадваешся, што нам... Да, я победил. Да, час. Я б так не сказаў. Але, вось, дарэчы, гэта важны палітычны момант. Першым сказаць, я перамог. Конечно, я ж опытный оратор. І Сергей Чалы тут, прынамсі, мяне дакладна перайграў. Да. Вось, сябры, на этой оптимистической ноте. На гэтай аптымістычнай ноце мы ставім коску, потому что спрэчка паміж аптымістамі і песімістамі, яна бясконцая, яна працягваецца, і яна будзе працягвацца, ну, прынамсі, некалькі бліжэйшых тыдняў, як мне здаецца, не зважаючы на канкрэтны вынік прэзідэнцкіх выбараў, хаця, магчыма, ёсць маленькая, але верагоднасць, што 10 жніўня раптам все скончыцца перамогай. И свобода нас встретит радостно аптымістаў. Я, як песіміст, усё ж таки загадваю як мінімум на некалькі тыдняў, як мінімум на 8 на врага работаешь. Гэтак далей. Я зараз, ведаеш, такімі заявамі можна і патапіць. Можна. Выпадкова. Я не працую на ворага. Ворага, это Геннадзь Давыдзька ўвесь час кажа, што мы ж воюем. І навокал ворагі. Мы не ворагі, мы просто робім сваю працу. Сергей Чалы быў у жывым эфіры Еўрарадыё. Мы размаўлялі пра тое, што адбываецца сёння ў Беларусі з выбарамі, спрачаліся, давалі вам розныя меркаванні і, прынамсі, я думаю, далі добрую, як гэта сказаць, пищу для размышлений. Да. Часам, я даже думаю, еще не только для ума, но и для души и сердца тоже. Спадзяюся. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё. Всего доброго.